Витаю всех, друзья! Сегодня 11 мая 2026 года, 18 часов. По Берлину, 19, соответственно, по городу Джохару. Я вас всех, друзья, сердечно приветствую. Сегодня у нас стрим, как обычно, на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok. Аслан Арцуев. Сегодняшний свой стрим я назвал «ФСБ выдает российских террористов, гладиаторов UFC за чеченцев на Западе». Об этом и многом другом давайте поговорим, но предварительно предупреждаю всех, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, не пишите комментарии, не пишите комментарии и не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные присоединяйтесь, друзья. Ну и вначале я сперва хотел бы вам немножко рассказать новость о технологиях, которые в Германии распространяются. На Deutsche Welle на русском сообщает: защитой от дронов Германии займутся компании Deutsche Telekom и концерн Rheinmetall. Две крупные корпорации начнут разрабатывать защитный щит от БПЛА, который становится все более серьезной угрозой для нацбезопасности. Особое внимание будет уделено защите критических объектов инфраструктуры, таких как дамбы, мосты и электростанции. Предполагается, что система защиты будет обнаруживать и перехватывать дроны на ранней стадии с помощью средств РЭП или лазерного оружия. Угроза, исходящая от дрона, в значительной степени является цифровой, заявил гендиректор Rheinmetall Армин Пеппергер. Глава Телеком Тим Хетгес подчеркнул, что его компания сфокусируется на связанности технологий и анализе данных, возможностях, которые, по его словам, выведут защиту от дронов на качественно новый уровень. Здесь, в Германии, уже работают эти дроны, они фотографируют машины. Если вы нарушаете, превышаете, то может прилететь дрон, сфотографировать вас. Это уже работает, это я уже могу подтвердить. Это уже рабочая тема. Еще в прошлом или позапрошлом году Нидерланды уже использовали дроны как полицейские, которые ночью летают, видят ночное время, и полиция использует. Я думаю, только это будет усиливаться. Также Писториус, министр обороны Федеративной Республики Германия, слова Путина о скором конце войны — обман, заявил. По мнению министра обороны Германии, если президент РФ видит приближающийся конец войны, он бы мог вывести войска из Украины и пригласить ее на переговоры без предварительных условий. Если он видит, что конец этой войны близок, то он мог бы просто ее закончить, заявил Борис Писториус. Короче говоря, Вова, как обычно, лжет, ему уже никто не верит. Также очень важно, и мы об этом уже лет 10, наверное, кричим, но почему-то нас не слышали до сих пор. Но сейчас начали слышать, и, по всей видимости, для того, чтобы усилить спецслужбы, только начали слышать. РФ все чаще обращается к ОПГ, говорит Deutsche Welle на русском, для организации диверсии в Германии. По заявлению МВД ФРГ, Кремль контролирует российские преступные группировки, влияние которых распространяется в том числе на Германию, пишет Der Spiegel. Сотрудничество российских органов с представителями организованной преступности особенно востребовано ими при проведении дестабилизирующих операций, таких как диверсии или убийства. Говорится в имеющемся у журнала еще не опубликованном ответе министерства на парламентский запрос «Зеленых». Есть указания на соответствующие связи также в Германии, следует из сообщения. Привлечение преступных элементов дает Москве преимущество в виде возможности отрицать незаконные действия, пишет Der Spiegel.
Органы безопасности ФРГ зафиксировали множество подозрительных случаев возможных диверсионных действий по заказу российского государства. Однако в большинстве из них не удается подтвердить причастность РФ. По данным властей ФРГ, с начала 2023 года Россия все чаще использует в своих диверсиях так называемых агентов низкого уровня, лиц, завербованных через интернет и не имеющих профессиональной разведподготовки. Москва, по-видимому, готова смиряться с разоблачением таких агентов-однодневок, отмечает издание. По мнению эксперта «Зеленых» по вопросам внутренней политики Марселя Эмериха, правительство Германии должно незамедлительно рассмотреть возможность предоставления Федеральному ведомству по охране Конституции дополнительных полномочий в борьбе с организованной преступностью. До сих пор это в основном входит в задачи полиции. На самом деле, давно эта проблема стоит. Я об этом уже говорил, писал в самом начале, когда я только-только начинал вести вот свою вот эту публичную деятельность. Здесь появлялись разные такие группировки, знаете, как такие объединения по интересам организовываются там. Есть байкерские клубы, есть такие. И вот они создают, и такой видимость создавалась. И вот здесь у нас создали одну из их, несколько здесь, режим 95. То есть само название уже говорит, что режим, да, советский такой термин, такой мощный. И, конечно же, клеймо раба, которое 95 нам дали оккупанты. И появилась вот такая, ну, молодые люди, там, какие-то там спортсмены такие, ребята. И я тогда об этом публично сказал. Этот парень, который, его зовут Сайхан, сам себя называет он Аслан, он связался со мной, начал объяснять, что он никак не связан, он там, хотя я знаю прекрасно, что он был связан, что вокруг него были связаны. Знаете, такая ситуация бывает, когда некоторые общаются, а он общался с людьми, которые я знаю, кто они такие. И в этом случае он как бы, просто он бизнес, бандит, криминал, там что-то там чем-то занимается, он не с Россией никак. А те, видимо, работу подкидывают, там какие-нибудь темки подкидывают. И потом ты объясняешь, а как так? Как вы так общаетесь? Это же, вы же знаете, что эти люди там дома людей пытали, людей убивали эти люди. Как вы так можете общаться? Ты же вроде парень там такой, весь из себя чеченец, все такое. Он говорит, ничего личного, но он же чеченец. Я же с ним политику не обсуждаю, он же чеченец. А то, что он кем-то был или он работает на Россию, прямо или не прямо, как-то эти люди упускают этот момент. И если так мы будем вести себя, то мы никогда ничего не добьемся. Просто мне кажется, вот я сегодня только что перед стримом разговаривал с одним уважаемым человеком. Он говорит, он же чеченец. Я говорю, так он же на Россию работает. И я просто не знаю, как себя вести. Я тогда чем занимаюсь тогда? Аслилеште, кунлилеште, остах. Так, шун масана зритель, шун хаус контент хуль, шу саму дол, астахазум альча, дикум альча, нисум альча. Асуна хуна бэл хуль, проблем хуль. Таша вега шиши, чугуйте. Дауиш, короче, асо получается, масаря гуна голш, масен дойни волш хуль. Ему хуль да, соцакиет просто. سون ومدير ذات قلت عمو سون ومدير ذات وحون هم تدا ويغوقن وقوم ديش مويتاك سوين سجا واتشون سون از غاسقش مسائل كأز زيادة نيتيش على زيادة نوشن سو غاسقش مدار الش دوي أخ ما تشور نخبي نش غاسقشن يوقع عبو غاسقشن تبغى بيش شين أخش دوقش بيخش بوش بقى ما بيجي سيسكلا أيز دانا نقابة ديز بيخ مباتي تير كديروي مباتي بيخ شي دانا نقابة ديز تنا إذا واوي شو بدوقو دوزل بو إذا شي أخش توخ شو نوخчи мовы, волаваться ушабушилш. Так, а как так получается? Что там еще нахиться на шадега? Вообще, я просто в шоке. Я просто в шоке, да. Что там еще нам думать?
И этот парень, который режим 95 делал, теперь спокойно ведет канал, рассказывает там очень патриотичные там такие вещи. Раскручивает там, озвучивает, лицо не показывает, но по голосу я-то его знаю, кто это. Вот сейчас, например, Чимаев, например, выступает. Он чеченец, он там туда-сюда, бог свик. Мне там кто-то написал, он чеченец. Я сделал видео небольшое, опубликовал его. Чеченец богом. Я же не говорю, что он по крови, по генетически он чеченец или не чеченец. Я говорю по его политическому, его мировоззренческому пониманию, чеченец или нет. 250 тысяч твоих людей закопали, русские убили и закопали. Некоторых тела нет даже. Тысячи и тысячи тел даже нет. 42 тысячи детей убили. У меня никого не убили. Никого. Цадеса, винуат, суэскш. Цаде. Нена, не ласа, и туам бьюч больше. Все. Так, как так получается? Тогда это никому не нужно, что ли, получается? Ладно, лата датшун. Ола била датск. Например, сейчас начинают распускать вот эту тему про Чимаева, что вот он там лобик поцеловал, там туда-сюда, это сделал, то сделал. И все говорят только об этом. А почему вы не говорите, что русские убили 250 тысяч наших людей, а этот человек выступает от имени самого главного предателя и Путина, и Кадырова? Почему мы говорим, что лобик он поцеловал? Там он на мать что-то сказал. Так вот, 250 тысяч матерей и отцов убили они. Он идет от них, деньги получает, он им там их раскручивает. Уалла билла лертама дацер. Уалла билла дацк. Шунна шай контент юр самудошта, хлюишта, хикри душу. Атилаш шун контент хла сун самудалум дачун. Тэмшином дуарчух. О тэмшином ду. Дела. Цундела, поэтому цундела аскунете эрволша бин бай анчаря чирвичусуа. Сатхана нохчичун, тана нохчичун, тиуати умдади шуатсуа. Это же. Сай бай анбол нохча уичу асчир, потому что нохчичу кэн ламну давал нохчи мауиз, нохчи махуй ол. И все, надолго так. Нохчи маук бош. Та сута мот бетташ нохчи бук. Taran so rask subo so bierwеш wеш so biomeldek deutsch wеш so jukti u so ateist u so une adela u alu bo so hums deutsch wеш ja noch chi u ne noch chi mot deutsch boš. А вот это невероятно просто, невероятно. Цэ тулам хирбоч шум ждуаш лилештек. Цэ ой цана метте цакоч долум дуаш личтек. Цэ цана хумна ой цэ пейт хирбоч долум дуаш лилештек. Валла билла дук. Валла билла дук. Хисюет цада связи маваллаш деллаш атилаш сум виш базарят цевдац. Rumstad, Sokit Rumstad, Halilicha. Валейк салам, гражданчики, Машуль. Так, Шамилю, алейк салам. Алейк салам, всех приветствую. Да, уж да. Суна комментарий. Ох, что объематься гражданички, качели, и цахилит лило, что я.
Да-да. Да, я умно, док докук, neadēts. Tā вроде бы шедега nis, шедега дица, дюц, хикула, потом раз, оре, ця цохку, не. Сом джо темшен хичуа шедега. قوس حوالي سون بوش خلبوش بول نابوش سون вообще قطع ووزة تلا قطع قا تلا سون ووزة تلا خزة تلا دات ويش ووتك دوي ده تامشن ريت شو سوا так. Короче говоря, сейчас идет раскрутка. Я не понимаю, кто это делает, зачем это делает. Смотрите, ситуация следующая. На UFC Трамп раскручивает. Мы видим, что Трамп всячески раскручивает UFC. Президент Соединенных Штатов Америки раскручивает UFC. Берутся спортсмены, которые служат России, которые служат Кадырову, не скрывают это. Кадыров преступник, убийца, массовый убийца, предатель своего чеченского народа. Может, он не чеченец, поэтому, может, просто он россиянин. И его приглашают, этих спортсменов берут, приглашают в UFC. Это большая политика, это никакой не спорт. Это гладиаторские бои, как в Римской империи. То есть Соединенные Штаты уже скатились от демократии, от республики к империи. И сейчас уже вот они на грани стоят. Перестанут они быть той демократической республикой и станут такой тоталитарной империей. Сперва вокруг, а потом внутри. Так было с Римской империей. И тогда появились гладиаторские бои. Тогда людей убивали, ну здесь просто пока бьют. Может потом дойдем до того, что убивать будут уже. Мы все будем, вау, да, убивай там, кричать. Наверное, до этого скоро дойдем. И по какой-то причине раскручивают человека, а как мы знаем, Дональд Трамп является близким другом Нетаньяху. Оба начали войну против Ирана. И сейчас США просто поставил сложнейшую ситуацию. Дональд Трамп, начав вот эту войну. Хотя вроде бы сейчас они оттуда выбираются, но какие-то силы не выбирают. Не дают им выбраться оттуда так спокойно. И первый раз, когда 7 октября произошел геноцид граждан Израиля, люди зашли просто, их начали убивать. Тогда вот этот спортсмен, которого Дональд Трамп принимает, друг Нетаньяху, UFC, Америка, там туда-сюда, там эти, как их там, Нурмагомедовы, по-моему, путинские тоже дружки, которые Путин с ними встречается, а Путин друг Нетаньяху. Короче, круг такой замыкается. Круг замыкается. Нурмагомедова этим берут в Америку, забирают, миллионы им там дают. Потом выступает Чимаев, он дерется и говорит, самый, когда пик провокации идет. И потом я выступаю, и все стрелы летят на меня, я враг чеченцев, я еврей по национальности получаюсь у них, я там враг мусульман, я там атеист, я там плохой сякой и все остальное. Значит, все на меня летит. Я начинаю эту волну сбивать, чтобы туда не втянули чеченцев. Хамзат Чимаев выходит на сцену, на миллионную аудиторию, начинает говорить, Кадыров, дай я пойду воевать в Палестину, там, я там воин Аллаха, я не в трусах здесь бегать родился, я должен сражаться туда-сюда. Потом разные появляются блогеры, все, выезжаем, убивать евреев, давайте, вперед. Все это кричат, я это все останавливаю, получаюсь, меня евреи купили, я сам еврей, там, я самый плохой враг мусульман, все остальное. И потом берут Чимаева, UFC, Дональда Трамповскую UFC, берут его туда, приглашают. Понимаете? Там ему задают вопрос, а ты кто, кем хочешь стать? Террористом, говорит, хочет стать. То есть он представляет российских террористов, и как будто от имени чеченцев он представляет чеченцев террористами. Палестину он едет, там евреев убивать там хочет, правда. Не доезжают они. А я, который наоборот призывает не быть террористами, не воевать против евреев, не это делать. Меня Россия объявляет террористом, меня экстремистом объявляют.
на меня все там стрелы летят и так далее. Где тогда правда, где логика тогда, где тогда справедливость, где чеченцы, где все, короче говоря. Там ухуляр шадега. Wallah, билладж, отец мавяккана что. Просто нет слов просто, да. Что же чай чуван, да уже ру, короче, а что террориста, усо, аршавега, короче, сун, биомелдег, омелдег, я здесь, а что кучу. Да, нормально, дурам так. Кайсуек цаму телефон матуолаш. Цана дасует телефон матуолаш, да. Все цанница вообще, что саума дишуатсо. Дохком хиллацар, да. Вот такие вот интересные вещи тут происходят, да. Непонятно. Россия, то есть, смотрите, еще одна вещь. Россия, когда чеченцев и ингушей под видом депортации устроили геноцид и отправили в Казахстан в 1944 году по 1957 год, то тогда начальник КГБ, находившийся в Казахстане, когда начали чеченцы оттуда возвращаться, он тоже вернулся и стал главой чечено-ингушской КГБ. Это чтобы вы понимали, как они работают. Они своих вот этих агентов, вот с ними он пожизненно связан. Вот он с ними идет. Есть Дмитрий Кечкин такой. До него несколько было еще те убийцы. И Дмитрий Кечкин начинал в Дагестане. Мы все помним кадры. Каждый день в Дагестане убивалась молодежь. Каждый божий день мы видели, как их там расстреливали. Дмитрий Кечкин, конечно, всем объявили, что это исламские террористы. Мы хотим весь мир сделать мусульманами. То есть КГБшную, коммунистическую идеологию пролетариата, весь мир сделать революцию, перекрасили в зеленый цвет. И борцов за свою свободу, просто за свою независимость, дагестанцев, ингушей, чеченцев, их убивали на наших глазах. Каждый день нам показывали их трупы, их как расстреливают. Каждый день мы это видели по новостям. Просто днем и ночью. Вот как сейчас украинцы уничтожают дронами. Вот точно так же, только уже без дронов, быстро подбегали Сладковые, там всякие, там другие, третьи и так далее. Убивали дагестанскую молодежь. Их всех представляли исламистами. Молодые парни, которые не могли смириться с той несправедливостью, которую принесла им Россия, на весь мир представляли террористами, исламистами и угрозой, страшной угрозой. Понимаете? Весь Дагестан представили, как вот сейчас, когда уже Израиль уже мощно и очень жестоко уничтожал население в секторе Газа, дагестанцы там провокацию запустили, и какие-то провокаторы вышли, и полезные идиоты. И потом всем показали, какие дагестанцы антисемиты. Так я никогда не видел дагестанцев антисемитов. Вот мне 50 скоро лет, пока нам вот по телевизору не показали. Что они где-то ищут там в каком-то там самолете, ищут в турбине евреев там и так далее. Это была провокация российских спецслужб. Но нам говорят, что весь Дагестан такой. В Дагестане живут, в Дербенте, 1000 лет этому городу живут евреи, 500 лет там уже евреи живут. Их никто не убивал. Произошло нападение на ментов, какие-то там парни вышли и начали ментов убивать. И в этот момент двое пошли, или трое, пошли и сожгли синагогу в Дербенте. И когда они оттуда возвращались, на них нарвался патруль ментовской и расстрелял их. Выяснилось, местного отделения, как ее, Единая Россия, и его сыновья и племянники это были. Вот тут смотрите, где исламисты, где террористы, где антисемиты. Это тоже все игнорируется. То есть, почему евреи на это не реагируют, я не могу понять. Евреи какие-то там, евреи начинают там мусульмане. Так вот, был живой пример, вот синагогу сжигали, Единая Россия, путинская, друга Нетаньяху. Понимаете? 7 октября 2023 года Нетаньяху, там люди выходят провести независимое расследование, как это произошло такое. Их водометами разгоняют. Это что это такое? Это вот за этот Израиль, что ли, евреи столько жизней отдают, столько рискуют, столько терпят, чтобы просто их убили.
1200 человек убили, 250 похитили. И они просто требуют расследования независимого. Вот за этот Израиль воюет тогда. Такой Израиль, мне кажется, евреям не нужен. Если их убивают, и потом еще им, как в 99 году Путин взрывает дома, а потом расследование засекречено на 75 лет. Просто убили людей, женщин, детей, спящих у себя дома, объявили виновных чеченцев и напали. Точно так же 7 октября, ну это видно, что эти зашли, 250 человек похитили, это понятно. Но как они туда зашли? Чуть-чуть методика другая, но смысл один и тот же. Потом с лица земли стирают жесточайшим образом, представляя всех евреев там какими-то людоедами, там, военными преступниками. Вот получается такая вот ситуация. Вот произошло. В 1944 году КГБшник, когда в 1957 возвращались с Казахстана чеченцы, КГБшник вернулся вместе с этими чеченцами, ингушами на Кавказ. Дмитрий Кечкин, который занимался с самого начала геноцида кавказских народов, в том числе дагестанских народов, является, по моим данным, является соорганизатором теракта в Бостоне в 2013 году. Затем он 15 лет там проработал, его переводят. Он с самых низов, самых убийств. Он там начинал, этот палач. Потом его переводят в Ингушетию начальником. Год он работает в Ингушетии, главарь банды УФСБ в Ингушетии. То есть он там всю эту перекличку создает, свою эту агентуру. Пресекают заново новому главарю. Потом его переводят в Чечню, в оккупированную. И вот оттуда начинается уже, вот он уже планирует объединять, перетягивать с Дагестана всю свою агентуру вокруг себя, всех своих коллег, там всяких там разных коллег по ремеслу убийств. И как сейчас понимать ситуацию, которая происходит? То есть объединяют в анклав, в дичь проект Кечкин, Дагестан, Ингушетия, Чечня, чтобы потом истреблять чеченцев, дагестанцев, ингушей, вот это радикалы, террористы, исламисты. И одновременно с этим, чтобы в Америке закрепилось у простых людей в голове, что чеченцы являются террористами. Поезжает Чумаев, как его там, поезжает туда и говорит, хочешь стать террористом? Аллах Акбар кричит. Зачем кричишь ты, Аллах Акбар? Ты же за деньгами поехал. Зачем ты кричишь, Аллах? При чем здесь Бог? При чем здесь религия? Ты просто поехал деньги заработать. Ты сам об этом говоришь. Что зачем тогда религию туда приплетать? Палестину ехать, там евреев тебе убивать? Почему, если кто-то что-то говорит, ему в Америку антисемитское, ему запрещают въезд в Америку, а этого пускают Трамп, друг Натаньяху. И вот это все складывается в какую-то картину очень печальную, что завтра потом чеченцев будут уничтожать уже, а все американцы будут говорить, ну конечно, помните этого спортсмена? Так он же был исламистом, он там прям говорил, он хочет стать террористом. И вот когда я это разоблачаю, я пытаюсь предугадать их шаги, чтобы завтра нам по голове не дали. Люди говорят, ну он же чеченец, ну да, там все равно чеченец же. А как это так тогда? Тогда вы все соучастники этого всего, умышленные вы, неумышленные. Вы то же самое делаете. Вы нас подводите к этому. А я один, как Дон Кихот, как меня здесь называл один. Да, вам всем удобно, а я тут Дон Кихотничаю, значит, получается. Хорошо. Я свое Дон Кихотство дальше понесу. Но я ни с кем с вами не буду общаться. Цхадеца и еще, да? Цхаде. Ну что, хауич мавацу, хауич валари хирдерас, яздинак дюч. Хауич валари, хауич вацас. هو вообще дагацави ан. Хадага маве нахи русу хауичвек. Яздинак. Идео.
Валейкум салам, Абакар. Маш ой, Рене. Так. Я еще раз заявляю, это бой, который был вот в Америке сейчас. Это бой, который был. Вообще, это вот это UFC, это все проституция самая настоящая. Это продажные твари, которые пытаются представить гладиаторские бои, отвлекая людей, пытаются представить свои политические разные интересы в определенных целях. Если Соединенные Штаты Америки так сильно за Израиль, если они так сильно поддерживают, Натаньяху так сильно, Трамп так сильно поддерживает Израиль, то почему человек, который призывал на миллионную публику воевать, ехать в Израиль, его пускают США? Для чего это делается? Вы хотите нас обманывать, вы нас хотите стравливать, вы нас хотите, чтобы мы убивали друг друга, ненавидели друг друга, свои какие-то политические цели вы достигали. Вы этого добиваетесь? Так мы в этом не согласны участвовать. Мы не согласны. Понимаете? Мы не террористы. Это Россия террорист. Друг Трампа Путин террорист. Понимаете? А скажи мне, кто твой друг? Есть такая пословица. Патрушев террорист самый настоящий. Вот кто террористы. И мы никакие не террористы. Мы никакие не исламисты. Единственная наша задача быть свободными и независимыми. Мы будем ими. На своей родине будем мы. На необитаемом острове будем. 2 метра под землей закопанными мы будем свободными. И никогда мы не покоримся фашистской России. Понимаете? Ну что, 95-95 асхуич хена, ахит язинек хуич хена, ах асхуик хадваш лурдон, пока титаила кучурдат. حمود حقي تري تقي تري دات غاسقشن يوخل يسومش دات يسومش. Так, да. Всех приветствую, друзья, кто в ТикТок, Бандеровка, привет. Витаю. Вала белаца сунам дац. О, китряч бац ваш дац. Китряч бац. Китер бац. Вот такие вот интересные дела делаем. Привет, Михаил. Не пишите, откуда вы. Будьте осторожны. Мне, кстати, вчера
как раз уже стрим заканчивался, человек записал, что у меня бан YouTube настолько мощный, что даже в поисковике истории потом не отображается мой канал. И вот смотрите, как так выходит. Э, У меня 122 тысячи YouTube подписчиков. И, кстати говоря, TikTok не заблокирован у меня на России. Значит, китайцев боятся или какая договоренность у американцев с русскими, а с китайцами этой договоренности нет. И YouTube гасит мой канал. Везде запрещает мой канал. Значит, какие-то силы заинтересованы так, чтобы это было. Так получается. Или Путин больше Китай боится, чем TikTok, чем YouTube, чем американцев. Так получается. Миллионные каналы здесь работают, там, террористов раскручивают. Там. Ну, короче говоря, такая игра идет. Нас все хотят использовать, обмануть. Абсолютно аморальные люди. Абсолютно. Абсолютно. Так, что у нас здесь? Ясно, короче говоря. Да. Ова Визендель. Конечно, не важно, Шаране. Если тебе не важно, то почему должно быть это важно Трампу? Почему, если мы не бережем это, почему ему это должно быть важно? Конечно, не важно. Конечно, не важно, да. Да. Уж. Да уж. Ну, короче говоря, знаете, нас пытаются подвести под то, что какие-то мордобийцы в трусах бегают и нам рассказывают о том, что мы должны вот восхвалять их. О, великие, великие борцы, спортсмены, великие, короче.
народ уничтожается, народ просто так оскорбляется, обвиняется. И мы должны стать такими, знаете, подопытными кроликами. Ну, кто хочет, пусть будет. Я не согласен, да. Wij zijn deel met door. Так. Сейчас UFC популярно как шоу. Конечно, если туда приходит президент Трамп, если туда вкладываются миллионы долларов, конечно, это будет популярно. Для этого и делается. Но мы, чеченцы, никакого отношения не имеем ни к Чимаеву, ни к Кадырову, ни к России. Россия убийца. Все, кто служат России, служат убийцам чеченского народа. Все, кто пытаются, UFC, Дана Уайт его, или как его там, тоже еще одна марионетка, которая за деньги там делает то, что ему политики или спецслужбы говорят. Это тоже люди, которые делают, но несут нам зло. Дана Уайт. Вот он несет зло, который приглашает туда вот этих антисемитов, этих провокаторов. Руслан Кутаев, например, есть тут один клоун, который грозится, как только домой вернемся, что-то мы сделаем. Чего ж ты, Кутаев, сам не придешь, сейчас со мной здесь не решишь. Ты, наверное, Кутаев, хочешь сделать так, чтобы убить, и за это тебе ничего не было. Ты, наверное, так хочешь, да? Так не получится, Кутаев. Все твои грехи известны. Этот антисемит сидит тут днем и ночью там на евреев гонит. Его берут в ПАСЕ приглашают. В ПАСЕ приглашают, и сидит еще один пособник геноцида чеченского народа Олег Орлов. Кстати говоря, по всей видимости, имеет еврейские корни. Он говорит, ну как так, говорит, это такой из мемориала, да, уважаемого мемориала, Олег Орлов, пособник. Я утверждаю, Олег Орлов не был независимым, объективным правозащитником. Олег Орлов и вот этот мемориал являются пособниками Российской империи по геноциду чеченского народа. Олег Орлов, Черкасов, вот эта вся свора бандитов, которая притворялась, что она за права человека, на самом деле защищала русских мальчиков, которые пришли убивать. И еще они обижались, что на них разные русские патриоты обижались, что они там что-то про чеченцев хорошее говорили. А по факту они просто легитимизировали геноцид чеченского народа. И вот этот Олег Орлов говорит, нельзя удалять Руслана Кутаева. Руслан Кутаев наш парень. Туда-сюда, он же представляет, говорит, ну разные есть, говорит, ну есть там российские чеченцы и там и другие чеченцы. Так вот, российских чеченцев нету. Нету чеченцев, которые за Россию. Вот я в своей жизни ни одного не видел. Ни одного, кто не получает от них деньги. Тот, кто получает, вот он уже все, его прикормили, на чем-то на крючок посадили, вот он за них. И этот Руслан Кутаев, его приглашают в ПАСЕ, он дальше там сидит, там какую-то свою античеченскую, дальше продолжает деятельность. Нужно отметить, ни Кутаев, ни Закаев этнически не являются чеченцами. Про Закаева, Ахмеда Закаева, мне вчера буквально 100% мне скажут, что есть 100% информация, что он не чеченец. Пришлый, которого мы приняли, к большому сожалению, оказался таким. Руслан Кутаев из Очхой-Мартана. Все знают, что он не чеченец. Очхой-Мартан. Это соседний от нашего населенного пункта, от Катырюрта населенный пункт.
Все знают. Здесь, в Гамбурге, живет много чеченцев с Катариурта, с Ачхой-Мартана. Они все в один голос говорят, мы все знаем, что он не чеченец. Сам Руслан Кутаев говорит, что он не чеченец. Сам он говорит, что его отцы, деды пришли там когда-то там туда-сюда. Кумык он или тюрок он, я не знаю, кто он. Он говорит, что каких-то там тюрк, там тоже, как обычно, там без лжи у них нельзя, тоже ложь, обман и пропаганда. Берут, нам тут рассказывают. Он такой ярый заступник там бедных палестинцев, туда-сюда. На, иди в ПАСЕ, посиди, порассказываем тебе, да, да. А он сидит, нам угрожает, да, приедем домой, разберемся. Это вот и есть эта вся политика, вот и есть вся вот это нутро этой политики. А я говорю, приди сюда, если ты хочешь меня убить, наказать меня, приди, покажи, на что ты способен. Давай без российских танков, без российских спецслужб, на равных. Ты и я. Давай, Кутаев, приходите, давайте, убивайте, попробуйте уйти потом. Попробуйте сперва убить, а потом попробуйте уйти. Ахуар дует. Так, да. Турков не трогай, говорит. Да что я турков трогаю, что ли? Тюркам не нужен кавказный 5 век, лишь бы кавказцы на поводке у русских к нам не пришли. Ну, кавказцы на поводку к вам придут, это я не знаю, но я делаю все возможное, чтобы не было вражды между Азербайджаном и чеченцами, азербайджанцами и чеченцами. Также я уважением всегда отзываюсь о турецком народе. А что вы сделали для того, чтобы помочь кавказцам? Вот тюрки, Турция, я имею в виду. Азербайджан, допустим, маленькое слабое государство. Но в НАТО входит самое. Что сделала Турция? Вот скажите мне, пожалуйста. Я за то, чтобы мы не воевали, не враждовали. Я каждый раз об этом говорю, каждый раз пытаюсь там предугадать, что делает Россия. Что делает вот, Турция, что делает? Можешь сказать?
Да уж да. За что тебя убивать, говорит мне Зумсо. Я не знаю, Зумсо, за что меня убивать. А, за что меня убивать? Вот у тебя, смотри, я зашел на твой канал, у тебя левый, как обычно вы делаете, левый герб у тебя с девятиконечными звездами. Хотя у нас в парламенте был указ специально по гербу, там пятиконечное. Вот то, что вы делаете, вот Дудаев у тебя везде здесь, там вроде бы так послушаешь, Дудаевец, вы обычно так шифруетесь. За что меня убивать, я не знаю, я против того, чтобы меня кто-то хотел убивать. Ну, спроси своих хозяев, почему они меня террористом объявили, а ты сидишь, спрятался где-то. Скажи, объясни мне, пожалуйста, как так получилось, да, что ты спрятался, сидишь, они меня террористом объявляют. Ты говоришь, за что меня убивать? Они меня экстремистом, иноагентом, там, охотятся, там, всякие разные там вещи делают против меня. Вот, а вы, провокаторы, вот такой ты подхолопный, сидишь, к Дудаева сделал, все сделал, и заходишь, за что? За что, Бош? Хамел, где, шо? С махат баря, шо, уй? А? Ховатся махат ба. Хомену Бельгии крило, ховатся махат ба. Да? Шер жуаплу, шеш неран, шер омен, шеш динер дуй, цуна жуаплу, сули. Далам шу дизер ду, кудине жуабот жунен, чуа дел мула. Del шун келерш, дец, del келюэлкшун. Так, у них сейчас новая тема появилась. Чеченские евреи, вернее, она старая, но они ее чуть-чуть подзабыли. И я вот с прошлой недели начинаю разоблачать здесь вот в Гамбурге вот эту всю агентуру. Агентуру, которая работает в полиции Гамбурга и так далее. Вот этих всех я разоблачаю, и с новой силой больше предъявить у них нечего, кроме того, что сказать, что я еврей или евреями купленный или евреем продался. Вот это единственное, что они могут сказать. Вот и все. Вот и все. Так, Асанку. Конечно, я тебя не знаю, Асзумсо. Конечно, я тебя не знаю. Мне просто достаточно, что ты зашел и пишешь провокации мне. И ты говоришь, что ты мусульманин, там, туда-сюда. Ты, если бы ты был бы мусульманином, ты бы что-то делал бы для своего народа, понимаешь? А не прятался бы за никами и не писал бы мне какие-то там, э, пытаясь самахат бояч. За что тебя, Бож, да? شو أشبك عيل جداد شو كبر رزمير وقصون دات. والله قلت ita ila, that, ты прав, والله.
Вот Гилаевский спецназ, да? Я когда вспоминаю Гилаевский спецназ, который реально был заслуженный, который очень много сделал, я вспоминаю случай, который мне рассказывает мой друг, который здесь. Он говорит, парень, который реально с Гилаевского спецназа приехал сюда, в Европу, раненый, все такое, он был в больнице и там просил убежище, ему должны были дать убежище. И он давал интервью, что ли, где-то там, и не сказал, что он из Гилаева, а он ближайший гилаевский товарищ, его ближайший соратник. Он говорит, а почему ты не сказал? Он говорит, почему ты не сказал, что ты гилаевский, что тебе сразу дали бы, помогли бы там, ты там воевал против России и все такое и так далее. Он говорит, здесь 3 или 4 тысячи человек назывались гилаевскими, что мне уже было неудобно, говорит, говорить, потому что просто было стыдно говорить. Вот хош мукош, чубиш, гилаевский, спецназ, зюи, мецназ, зюи, ариви бош. Дудаевич, дуи, хочешь дуи бош. Один заходит, он дудаевец, короче. Вот зашел дудаевец, короче. Сидит, короче, и нам сказки рассказывает. Гилаевский приходит сказки. Вот и все. Вот они, как раньше всегда делали, российские спецслужбы, они используют наши имена, чтобы, чтобы пользоваться нами, чтобы использовать нас. И из-за того, что я разоблачаю их, они меня люто ненавидят. Вот и все, вот эти гилаевские, дудаевские, гилаевские, ваш бухош, воины Аллаха дел. Гилаевские, бабух гилаевский, да. Гилаевские. Настоящим гилаевцам уже стыдно за вас, да, с гилаевские, да, да столько вас уже много гилаевских, да, что настоящие уже стесняются своих гилаевских реальных заслуг. Ой, Визандель, мазнадук, что да. Ой, Визандель. Vizandel, derdiknek duvar kona. Архивы Второй мировой войны не рассекречивают по одной простой причине. Все узнают, что комиссары из заградотряда расстреливали людей больше, чем убили немцы. Неловко как-то. Вот то же самое в Украине сейчас происходит. То же самое в Украине происходит. То же самое в Украине происходит, да. Войну может остановить ЕС, если перестанет вооружать бандитский Киев, говорит Федук. Большего бандита на этой земле, Федук, чем ваша Россия и ваш Кремль с ФСБ, найти просто невозможно. Понимаешь? Большего просто зла на земле не существует. Бесстыжие, да.
Что, не получилось за 3 дня Киев взять, да? Где ваш там Проханов, который хотел в танке на Крещатиках сгореть, да? Пузо ему надо вырезать оттуда. Пузо не пролезает у него в люк танковый. Придется ему вырезать побольше сверху, убрать крышку, чтобы залез. Ну или пусть тогда где-нибудь в подвале на Остоженке, да, сгорит, если так хотел сгореть. Ладно, короче, давайте закончу я сегодняшний свой стрим. Что-то у меня нет настроения с вами больше сегодня общаться. Всего самого хорошего. Слава Украине. Все будет Ичкерия. Адикюэль Маш Ойль.